Третья туровая иммунизация стартовала только вчера, а уже пациенты приходят один за другим. Защитить своих детей от полиовируса решила и Мадина Плиева. О важности проведения прививок она знает с детства. Каждый член семьи их делал своевременно. Теперь настала очередь младших. Сегодня у нас третий этап. Вот девочка после операции и двум девочкам сегодня делаем. Здоровье ребенка очень важно, потому что те люди, у которых есть дети, которые болеют, вот им уже как-то становится более ясно и отчетливо, что нужно делать в таких ситуациях. Для меня важно здоровье ребенка, и поэтому я решила сделать вакцинацию. Российский национальный календарь прививок предусматривает вакцинацию от полиомиелита на первом году жизни 3-кратную, на втором 2-кратную и в возрасте 7 лет 1-кратную. Первые 2 прививки делаются только инактивированной вакциной, чтобы исключить даже теоретическую возможность заболевания вакцинным полиомиелитом. Начиная с 4-го введения применяется вакцина с живым ослабленным полиовирусом. Дети, которые подлежат живой вакцинации ОПВ, тоже хочу объяснить, что это абсолютно безопасно, это не страшно для ребенка. То есть, естественно, если ребенок вообще не вакцинировался, то мы ставим инактивированную вакцину полиомиелита, 2-3 дозы, да, а потом уже получается, уже можно капать капельки. То есть это все планово, все просчитано. Главную роль в том, насколько успешно и легко переносимой будет вакцина, играет подготовка ребенка к процедуре. Для этого перед прививкой проводится медицинский осмотр, поскольку есть противопоказания к вакцинации. Острые и хронические заболевания, иммунодефицитное состояние, неврологические расстройства и не только. Пришел ребенок вакцинироваться, он болеет. Да, конечно, мы не можем. Обязательно проходит ребенок осмотр, прослушиваем, смотрим горло, то есть полностью осмотр проходим и обязательно термометрию проходим. Если ребенок здоров, все хорошо, мы уже направляем именно уже на вакцинацию непосредственно. В Карабулаке до 30 июля должны вакцинироваться более 400 детей. Заболевание опасно тем, что может протекать бессимптомно или в стертой форме. Полиомиелит бывает 3 типов. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Третья туровая вакцинация проводится с целью полностью прекратить циркуляцию вируса в регионе. Опасаться именно прививки не нужно. Нужно думать в первую очередь о последствиях, потому что мы пьем воду, мы пьем молоко, дети там бегают на улице, они не моют руки, да, то есть они могут хоть где подхватить этот вирус, дикий вирус штамма. Поэтому здесь вот опасность того, надо максимально прям защитить детей. Не бойтесь, приходите, вакцинируйтесь. Сегодня полиомиелит – довольно редкая инфекция, благодаря вакцинации. Несмотря на это, отдельные случаи заболевания в мире еще регистрируются. Поэтому знание основных симптомов и способов профилактики просто необходимо. Предупрежден – значит вооружен. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.